возле ходят. Это вообще в нашей советской такого никогда не было. Чтобы люди ходили, вот пенсионер с протянутой рукой. Раньше пенсионеры машины покупали. Это только у нас так, извините, а за границей все пенсионеры Германии, вот, где там еще мы были, швейцарские, из Швеции, швейцарские пенсионеры, все они за границу отдыхают, а наши пенсионеры вот ходят как пещера. Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале LifeKZ, меня зовут Ринат Кибраев. Но прежде чем продолжить смотреть видео, обязательно переходите по ссылке, которая будет в закрепленном комментарии. Ссылка будет интересна тем, кто увлекается спортивными мероприятиями. А тема сегодня – повышение пенсионного возраста в Казахстане. Не так давно министр финансов Алихан Смаилов сообщил, что в стране поднимется пенсионный возраст женщин до 65-67 лет. Эта информация была озвучена на сайте Казакньюс. Цитирую министра: «Мы увеличиваем возраст выхода женщин на пенсию по новым критериям, которые мы внесли в закон. Пенсионный возраст женщин от 58 до 63 лет будет увеличиваться один раз в 6 месяцев в течение 10 лет». Но эта информация ни для кого не секрет. Мне интересно, что дальше об этом говорит министр. Также отметим, что на первом заседании так называемого Национального совета общественного согласия 6 сентября выдвинули предложение о снижении возраста выхода на пенсию женщин. Продолжаю цитировать министра. «Мы слышали это предложение, но в мире идет обратный процесс. Сейчас женщины выходят на пенсию в возрасте 65-67 лет, потому что в мире улучшается жизненный уровень, увеличивается продолжительность жизни населения. И у нас наблюдается изменение продолжительности жизни населения, как и во всем мире. В том числе возрастает доля лиц старше 65 лет». Но сегодня я хочу узнать мнение народа, что они думают по поводу того, что у нас могут увеличить пенсионный возраст. Это ужасно нереально и для женщин достаточно сложно, особенно в нашей стране. Если учитывать, что я-то не надеюсь, да, мне лет 10 осталось до пенсии. И то я чувствую, что сил моих уже нет. Но, простите, еще на 10 лет, да, извините за Женя, попередушить их всех там. Наши власти, министр финансов, утверждает, что уровень жизни у населения растет, продолжительность жизни растет, а значит, можно предположить, что и пенсионный возраст должен возрасти. Ну тогда и зарплаты должны возрасти, я думаю, потому что уровень жизни может быть у нас, так скажем, разнообразие увеличивается, но и цены увеличиваются, а зарплаты не увеличиваются. То есть то, что мы могли себе позволить раньше за определенную сумму, сейчас мы этого позволить не можем. А кусочничать элементарно, даже тот же Рахат конфеты, я вчера пошла на 2000, вот так, извини за Женю, купила. Или раньше бы я взяла гораздо больше. Правильно? Как вы считаете, те пенсионные накопления в так называемом едином национальном пенсионном фонде, они сохранятся до пенсии? В пенсионные я вообще не верю. Я считаю, что это мошенничество в государственных масштабах, если честно. Потому что за всю мою жизнь конкретно банк меня наказал уже 3 раза, и каждый раз на очень большую сумму. Не кто-нибудь, не частное лицо, именно наше государство и банки. То есть потеряла большую сумму. В детстве мне мама положила на счет машину. Когда мне исполнилось 18, я сняла блок сигарет. И это повторилось второй раз уже года 4-5 назад с пенсионными накоплениями страховыми моей мамы. То есть выяснилось, что я просто 2 года я подарила банку. 120 тысяч, извиняюсь. Чем они это заслужили? То есть я вот так вот работала, собирала, копила, несла, им относила, законодательство, все уважаю. А мне потом сказали: извините, а вы что, не знали? А читайте договор лучше. Я говорю: а покажите мне договор, его вообще нет. И нигде не могу найти ни концов, ни начала, ни конца. И бороться с государством я не могу, вы сами понимаете. Ну и вообще пенсионные отчисления – это большое мошенничество государства, вот и все. И я даже элементарно, если раньше мне раз в полгода приходили отчеты о пенсионном, то сейчас, если в 1,5-2 года раз придет, а с кого мне спрашивать? Бегать по банкам я не собираюсь. Ну, не могу ничего определенно сказать, так как у каждого человека организм разный, и в зависимости от его специальности он может выйти в разный возраст. Ну, например, если он служит в системе образования, то 67 это, мне кажется, слишком поздно. Потому что у человека идет стресс, напряжение, работа с детьми.
Ну, не знаю, не соглашусь с этим. Вот вы очень юная молодая девушка. Вы рассчитываете на свою пенсию? Ну, возможно, в зависимости от того, где я буду работать и на какой специальности. К тому отдаленному будущему, когда вы выйдете на пенсию, вы считаете, деньги в едином национальном пенсионном фонде, они сохранятся? Возможно, я надеюсь на это. Вы уже отчисляете какие-нибудь туда Пока деньги? что нет. Пока что ничего не отчисляю. То есть вы верите, что эти деньги будут лежать на счету и сохраняться? Да. Да. Ну, у нас, знаете, сейчас получается, в принципе, мы как бы стареть все не хотим. Поэтому я за, чтобы поднимал пенсионный возраст, потому что больше возможностей работать. Ну я за. Подготовили бы меня. А он утверждает, что у нас продолжительность жизни вот растет и уровень жизни растет. Министр. Ну да. То есть вы, в принципе, готовы в 67-65 лет выйти на пенсию? Да, то есть раньше я не готова. Ну и мне не хотелось бы раньше выходить на пенсию. А как вы считаете, та пенсия, которая вам будет гипотетически обеспечена в старости, она достойная? На сегодняшний момент нет. Ну, вы ведь откладываете в пенсионный фонд деньги? Да. Они сохранятся? Ну, думаю, что нет. Неправильно. Зачем? Все люди разного же, работа у всех разная. Кто-то, допустим, на тяжелых работах, им тяжело, допустим, уйти в 67 лет. Как было раньше, так и хорошо, 58 лет. Вот я- Сейчас 63, да? Вот, да, но это за границей везде так было. Но есть люди, которые, допустим, у них работа, допустим, допустим, они сидят в организациях, там, директора, вот там все, это им пойдет. А люди на тяжелых работах, им это тяжело. А судят-то по всем женщинам, правильно? Еще знаете, что они утверждают наши власти, в частности министр? Уровень жизни растет в Казахстане, оказывается, и продолжительность жизни растет. А почему бы на этом фоне не увеличить пенсионный возраст, как в Европе? В Европе, потому что пенсия у них, это, хоть они увеличат, пенсия-то у них хорошая. Вот я за границей, мне сейчас 68 лет, 68 пошел. За границей я бываю, слава богу, дети возят. На нашу пенсию в другой город не доедешь, а на ихнюю пенсию они ездят за границу. Вот сейчас молодежь пенсию будет получать, обмен денег сделают и будет получать совсем маленькую. Вот. Поэтому у нас неправильно, у нас пенсию, обмен денег делают, и, в общем-то, наша молодежь тоже будет получать мало. То есть вы считаете, что в будущем те люди, которые, наше поколение выйдет на пенсию, они навряд ли смогут себе обеспечить достойную старость? 100% я говорю. Потому что за границей, вот у них пенсионный фонд давно был. Они давно уже получают пенсию. Они живут на эту пенсию, ездят за границу, между собой везде общаются. Вот женщины, бабушки были 78 лет. 3 бабушки такого возраста ездят, путешествуют. Вот. А мне вот 67, мне возят дети. Слава богу, хоть это. А пенсионный фонд, это на нашу пенсию в другой город не доедет. Не то, что в другой, в одном городе тяжело жить. Вы знаете, мое мнение, ни в коем случае это делать нельзя. Смотря по опыту Алматы, у нас женщина уже в 50 лет на рабочем месте уже никому не нужна, хотя и уже у нас нету сил работать. В семье по 3, по 5 детей, которых нужно покормить, обстирать, еще еду добыть. Куда еще? Вы имеете в виду внуков? Да своих уже в 50, и в 50 лет еще своих 2 детей несовершеннолетних. И что делать? А уже сил нету. Но наши власти утверждают, что уровень жизни в Казахстане растет. Нет, он не растет, уровень жизни наш. Потому что зарплаты нам тоже не торопится поднимать никто. Ой, нет, это невыносимо. Может, где-то в каких-то странах, вот я выгляжу нормально, мне уже 83 года, но таких людей мало, как я. И я на пенсию пошла 55, когда мне было, и я уже еле-еле, я выглядела хуже, чем сегодня. А это вы представляете, сколько? От работы. От работы.
Я выглядела хуже, чем вот сейчас. Я как-то восстановилась, отдохнула, отдыхаю, а там уже людям некогда будет отдыхать. Поздно будет. Хоть и сейчас, говорят, жизнь увеличилась, продлилась там на 10 лет, моложе стала или это. Но нет. Так вот, они как раз таки утверждают наши Да, власти, что нет. продолжительность жизни возросла. Пенсию дают, когда человек уже износился. И по медицине, я бывший медик, медработник, доктор, человеческая клетка в среднем живет 40 лет. Все, мы потом поддерживаем ее. Когда наши власти утверждают, что в Казахстане повысился уровень жизни, продолжительность жизни, я не верю им. Я не верю их статистике. Та же самая их статистика утверждает, что у нас средняя зарплата по Казахстану выше, чем мне об этом говорят люди. Я лучше поверю людям. Также с этой статистикой по продолжительности жизни, по качеству жизни, это все ложь, на мой взгляд. Они хотят повысить пенсионный возраст для женщин в будущем, не сейчас, до 65-67 лет. А сколько они хотят увеличить возраст выхода на пенсию мужчинам, мне неизвестно. Наверное, там цифра будет выше 70 лет. Что они на самом деле хотят? Они просто хотят содрать побольше нашей власти денег в свои пенсионные фонды, увеличить тем самым налоговую нагрузку на граждан, что является несправедливым. Если за границей уровень выхода на пенсию выше, чем в Казахстане, то это обусловлено тем, что там реально выше уровень жизни и продолжительности жизни, но не как в Казахстане. Давайте мы будем жить, как в Западной Европе, по качеству жизни, по продолжительности жизни, как в Японии будем жить. Тогда наши пенсионеры смогут выходить на пенсию хоть 80 лет. А сейчас человек, который хочет выйти на пенсию, он просто мечтает, чтобы эта дата поскорее наступила, чтобы отдохнуть, чтобы получать эти копейки и жить на них. Всем рахмет. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите свое мнение в комментариях.